На ТНВ новости Татарстана в субботу вечером в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем. Хотят моего кролика утащить. Последняя ярмарка года. Очень грустно. Нам бы хотелось вот еще после Нового года. Есть ли надежда на продолжение, Лина Знатонова? С ветерком и кувырком. Летают дети на них, конечно, тем более трамплин есть. Чем могут обернуться, казалось бы, безобидные катания на зимних горках? Анна Городнова. Через тернии к звездам. Трудами таких людей движется и общество, и страна. Какой стала золотая сотня предпринимателей этого года, расскажет Рамиль Шайдуллин. Он сделал этот театр золотым. Кому-то дано, кому-то нет. На творческом вечере Бориса Цейтлина побывала Алина Мусина. Высокие скорости и зимнее бездорожье. С открытия зимнего автоспортивного сезона Салават Мухаммадуллин. Владимир Путин сегодня заручился поддержкой «Единой России» на предстоящих выборах. Главное достояние России – это человек, сказал он, поэтому нужно приложить максимум усилий, чтобы каждый житель нашел себя в жизни. Для этого нужно повышать благосостояние россиян. Рабочее место, хорошая зарплата, соцпакет. Сегодня в Москву на съезд съехались 700 делегатов. Среди них президент Татарстана Рустам Минниханов. Подробный репортаж Дины Газалиевой. Отдохнуть и пообщаться на зоне Татарстана в эти дни могли все участники съезда партии «Единая Россия», который накануне начал свою работу в Москве. Сегодня то, как обустраиваются общественные пространства в республике, Рустам Минниханов рассказал и мэру Москвы Сергею Собянину. К тому же есть хорошая новость. Республика получит еще миллиард рублей на продолжение этой успешно начатой деятельности. Общая культура даже повысилась. Вот в этих парках, в этих скверах, на скамейках сегодня уже редко увидишь выпитую бутылку и брошенную в кустарник. Или там курящий окурок и так далее. Растет общая культура. Сегодня на съезде подробно заходит речь и о других партийных проектах. Все они социальные. Многие проекты, которые мы 5 лет назад рассматривали, для нас казались неподъемной ношей. Те же первичная сеть здравоохранения, капитальный ремонт школ, капитальный ремонт дворов. Но, слава богу, сегодня мы уже перешагнули экватор. В основной день работы форума главный участник – президент страны, который хоть и является самовыдвиженцем на предстоящих выборах, но на партию, созданную 16 лет назад, также намерен опираться. За годы работы «Единой России» с подачи партии 42 миллиона россиян были освобождены от налоговой задолженности, появившейся в результате несовершенства законодательства. Аннулированы очередь в детские сады, построены новые школы. Задач еще больше. Увеличить пенсии и социальную поддержку. Безусловно, нужно продолжить работу по снижению количества людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума. Снизить бедность. Сегодня же Владимир Путин публично послал сигнал элитам. Не должно быть высокомерия, чванства, злоупотреблений. Из конкретных целей еще создать до 300 тысяч мест в детских садах, проиндексировать зарплату 2 миллионам бюджетников на 4%, удержать планку по сбору рекордных урожаев в сельском хозяйстве. Лидер, который объединяет людей, живущих в нашей стране. Владимир Владимирович Путин. О том, что у регионов и федерального центра идет ежедневный диалог по ряду вопросов, и не всегда мнения по ним совпадают, говорит журналистам по итогам съезда Рустам Минниханов. Но сейчас реалии таковы, что нужно выступать сообща, забыв разногласия, акцентируя внимание на единых интересах, уверен президент Татарстана. Если посмотреть, как преображается наша страна, наша республика, мы должны больше работать, усердно показать ту поддержку, которая нужна в целом для нашей страны. И Владимир Владимирович Путин как раз тот человек, который будет решать эти задачи. Дина Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, Марат Закиров, ТНВ, Москва. Золотая сотня обнародована. Стали известны имена победителей ежегодного конкурса «Предприниматель года». Победителем мог стать каждый, будь то руководитель крестьянско-фермерского хозяйства или создатель IT-сервиса. Как блестит золотая сотня и почему победы они обязаны татарстанцам, расскажет Рамиль Шайдуллин. Именно трудами таких людей движется и общество, и страна. 100 лучших предпринимателей Татарстана. Строители, программисты, фермеры. Все, кто поставил бизнес на ноги и несет реальную пользу на местах. Владимир Кожевников, владелец рекламного издания из Лениногорска.
Еженедельно тысячи людей решают свои проблемы, решают свои вопросы, потому что рекламы есть польза, понимаете? А вот для участия в конкурсе рекламы и не требовалось. За годы «Золотая сотня» обрела статус имиджевого конкурса. Все победители получают знак качества Минэкономики и Торгово-промышленной палаты. Все находятся в равных условиях для получения господдержки. И когда комиссия заседает, мы обязательно объявляем, что этот человек или эта компания стали или номинантами, или победителями конкурса «Золотая сотня». Не откажется от поддержки и самый молодой участник конкурса. В свои 19 Ильназ Гайдельшинов помогает людям юридически через интернет. Пару кликов и дело в суде. Эту идею намерен развивать. Участие в этом конкурсе – это наиболее такой имиджевый статус носит. И при работе с B2B рынком, то есть при работе с бизнесом, это будет нести некий такой знак качества. Тому, кто заявился не в первый раз, организаторы запретили участвовать в одной номинации дважды. Так стало больше и новых лиц. Не так просто подобрать эту сотню. Многие, которые могли бы достойно, не хотят светиться. А вот эти смело пошли, смело работают, смело делают. И большое дело, что почему такая атмосфера, это благодаря тому, что жим и поддержка со стороны нашего президента Минниханова идет. А лучших выбирали татарстанцы. В этот раз организаторы развели участников по 10 номинациям, за которых открыто голосовали на сайте проекта. Теперь топ-100 выглядит так. Рамиль Шайдуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Их имена высечены на века. Сегодня в Новошишминске открыли мемориал ветеранам войны в Афганистане и участникам чеченских кампаний. Поздравить районы, почтить память героев приехали ветераны из соседних районов. На событии побывала и Алина Бережная. Ежегодно возникал вопрос о строительстве. Этого события жители Новошишминского района ждали долго. Ветераны просили, а финансирования все не было. И вот оно, открытие. Мемориал ветеранам боевых действий в Афганистане на Северном Кавказе объединил всех, кого коснулись войны. Здесь собрались сами участники, а также семьи погибших. Поддержать товарищей приехали и из соседних районов. Нам приятно, что мы как бы заново рождаемся. Мы всегда рады, что каждому движению. Никто не забыт, не забывает людей, память. Тишину разрывает автоматная очередь и гвоздики на холодном камне. Дань уважения этим людям, преклоняюсь перед ними. Ну и второй вопрос – это и воспитание подрастающего поколения. Над эскизом мемориала художники работали не один год. По проекту здесь должно быть 2 карты. На одной изображены места боевых действий во время Афганистанской войны. А вот и вторая карта. К марту следующего года здесь также будут высечены места боевых действий чеченских войн. Уроком мужества продолжилось торжество. Здесь ветераны рассказали школьникам о страшных годах войны. Они жертвовали своей жизнью ради того, чтобы мы жили мирно, дружно. К мемориалу они придут снова через 2 месяца. 15 февраля – день вывода войск из Афганистана. Алина Бережная, Ринат Сафин, ТНВ, Новошишминск. На финишную прямую выходят республиканские программы. В 20 районах выполнен план по вводу жилья. Построено 94% от запланированного. В Пестричинском, Атнинском, Арском, Лаишевском и еще 25 районах завершили строительную программу. Еще 33 объекта по соципотеке в республике построены и ждут разрешения на ввод. А по арендному жилью ввели в эксплуатацию 16 из 17 домов. Дети-сироты в этом году получили более 300 квартир. Гусь на праздничный стол и картошка для оливье. За покупками к Новому году казанцы сегодня отправились на последние в этом году сельхозярмарки. С открытия 16 сентября фермеры и аграрии продали продуктов уже больше, чем на 1 миллиард. За что полюбились горожанам субботние ярмарки и есть ли шанс на продолжение, узнала Лина Зинатуллина. На улице темно, причем не уже, а еще. За последним подарком от сельчан с самого утра уже выстроились сотни казанцев. А знаете, что это последняя ярмарка? Да, 23-ю говорили, слыхала. По радио говорили, по телевизору объявляет. Поэтому хочется что-то, может, до Нового года долежат, дозреет, повкуснее будет. Мы надеемся, еще приедем. Не грустно. Грустить некогда. У продавцов бойкая торговля, у покупателей последний шанс запастись фермерскими продуктами по ценам ниже магазинных. Так, одного гуся. 2 гуся. А это уже площадка на Имашево. Гусей к новогоднему столу разбирают сразу по несколько, а у кого-то праздничное меню еще интереснее. Хотят моего кролика утащить. Анатолий Жуков каждую субботу на ярмарке, а к празднику тем более. Блюдо новогоднее будет.
пока не убежал, надо его съесть. Это вдруг... Слышали, что последняя ярмарка? А куда она денется? На будущий год будет. Счастья, здоровья! Новый год уже сегодня от Новошишминского района. В роли Деда Мороза сельский библиотекарь. Всем подарки и горячая чай с пирогами. Огромное спасибо за такое внимание. Для пожилых все они организуют. Традиционные ярмарки в этом году стартовали 16 сентября. За это время успели продать уже больше, чем на 1 миллиард рублей. За 3 года торговли вырос интерес и производителей, и покупателей. На проспекте Ямашева, если еженедельно торговали порядка 85-90 участников, сегодня вот 118 участников. Конечно, покупатели просят еще дополнительную ярмарку организовать. Не знаю, как это будет. Очень грустно. Нам бы хотелось вот еще после Нового года. И продолжению быть. Причем до праздника. Сегодня в Минсельхозе Республики решили по многочисленным просьбам провести предновогодние ярмарки и в следующую субботу. 30 декабря они вновь пройдут на всех площадках города. Лена Зинатульевна, Игорь Романов, ТНВ Казань. Гусь Оливье и другие кандидаты. Сегодня партия «Гражданская инициатива» официально выдвинула в президенты Ксению Собчак. Об этом стало известно по итогам голосования делегатов на съезде партии. Есть новости из стана коммунистов. От КПРФ на выборы идет Павел Грудинин, директор совхоза имени Ленина. А председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов будет руководить его предвыборным штабом. Напомним, на этой неделе стартовала избирательная кампания. 18 марта в стране пройдут главные выборы. Выборы президента России. Они проводятся раз в 6 лет. Интерес к ним подогревает и то, что уже порядка 30 человек изъявили желание выдвинуть свою кандидатуру. Лейсан Сабирова сегодня побывала в Центр избиркоме и спросила его главу, как республика вступает в избирательный процесс. Здравствуйте, Митхат Равкатович. Здравствуйте, Лейсан. В понедельник российская газета опубликовала постановление Совета Федерации. Тем самым в России дали старт избирательной кампании. Много говорят о новшествах и в чем заключается нововведение. Расскажите, пожалуйста, о них. У нас очень много категорий людей, которые, мы их называем мобильными избирателями, которые постоянно находятся или в разъездах, или находятся по другим каким-то причинам вне места своего жительства. Поэтому сегодня закон представляет возможность таким людям проголосовать именно по месту фактического нахождения. Та категория людей, которые у нас, допустим, запланировали себе отдых на 18 марта, для них тоже такая будет возможность представлена, потому что избирательные участки открыты не только на территории Российской Федерации, они открыты и за пределами, в посольствах, дипломатических корпусах. А сделать это очень просто. Нужно заранее просто подать заявление или в территориальную избирательную комиссию, или в участковую комиссию свою, которую он знает, или многофункциональные центры, которые у нас практически работают на всей территории нашей республики, в каждом муниципальном районе. И еще более простой способ подать заявление через портал государственных электронных услуг. Получает соответствующий документ, отрывной талон, где уже конкретно он указывает тот избирательный участок, где он будет голосовать, который он сам же себе выбирает, и, соответственно, в день голосования приходит и отдает свой голос. А как будет вестись информирование населения? Понятно, это наши традиционные средства массовой информации. Это и телевидение, и радио, это, конечно, через интернет. И вы, наверное, 18 декабря, когда был объявлен старт кампании, видели на улицах наших городов и районов республики о том, что вывешены баннеры, другие формы рекламы, где конкретно уже население информируется о том, что 18 марта состоятся выборы президента Российской Федерации. И мы свою задачу видим так, чтобы 18 марта, к дню голосования, каждый избиратель нашей республики знал, во-первых, как он может проголосовать, что для этого нужно сделать, где он может проголосовать. Поэтому вот сейчас работа в части информирования как раз направлена вот именно на эту задачу. Митхат Равкатович, а как организована работа в Центральной избирательной комиссии Татарстана? Кто задействован в работе участковых комиссий? Кто эти люди? Количество людей, которые задействованы в организации выборов на территории республики, на сегодняшний день это количество составляет более 21 тысячи человек. Кто работает в избирательных комиссиях? В избирательных комиссиях работают представители сферы образования, представители сферы здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства,
В этой работе задействованы представители политических партий, которые сегодня работают на территории республики. И все эти люди, они работают на общественных началах. Эти люди приступают к работе за 30 дней до дня голосования. И люди, которые с нами сталкиваются в повседневной жизни, значит, если это врачи, то мы обращаемся к ним, если это учителя, они учат наших детей. Поэтому, значит, в день голосования или в период избирательной кампании они, кроме того, что остаются избирателями, еще работают в участковых комиссиях, а мы, как избиратели, приходим, и эти люди организуют этот выборный процесс. Спасибо большое за интервью. Желаем вам удачи. Спасибо. Всего доброго. С вершины горы на больничную койку. Врачи фиксируют рост детского травматизма в Татарстане. Ушибы, вывихи, переломы, травмы получают во время катания на санках и ватрушках. Если в прошлом году в больницу обратились 2000 человек, то в этом уже на десятки пострадавших больше. Анна Городова прокатилась со столичных горок. С ветерком да с высокой горы в лесу на Дубравной сегодня многолюдно. Прокатиться не прочь и взрослые. Супер, наше любимое место. Мы быстро катаемся. Ледянки, сноутюбинги, санки и снегокаты. Транспортный парк любителей горок на любой вкус. Особенно популярны так называемые ватрушки. Мы вместе катаемся, поэтому большую ватрушку взяли. Эти ватрушки очень легкие, хорошо скользят и быстро набирают скорость. Главное выбрать место, где приземлиться. В прошлом году 6-летняя девочка погибла, катаясь с горок на Ноксинском спуске. На скорости она столкнулась с другим ребенком. В Подмосковье мальчик 7 лет врезался в дерево. Травмы оказались несовместимы с жизнью. На операционном столе 5-летний мальчик. У него перелом костей предплечья. В этом году с различными травмами в ДРКБ обратились 2028 детей. Треть из них в зимнее время. Кроме ушибов, вывихов и растяжений, серьезные переломы. Например, позвоночника. Целый месяц ребенок находится в больнице. В последующем он от 3 до 6 месяцев носит жесткий корсет. И от 6 месяцев до года носит съемный корсет. То есть весь период лечения при компрессионном переломе 1, 2, 3 позвонков занимает около года. Медики призывают родителей контролировать детские забавы. В руках дурака все опасно. Я считаю, что в принципе с умом, если пользоваться, то нормально. Они катаются классно. У нас пока нет вот ватрушки, но пока на ледянках, мы, наверное, приобретем. Здесь страшновато, когда они стукаются. У них вон железные какие-то, пластмассовые, железные есть. Ладно, если такие маленькие. Ватрушки, вы знаете, мы катались в том году, летают дети на них, конечно, тем более трамплин есть. Трасса для катания на ватрушке должна быть идеальной. На скорости тюбинги практически неуправляемые. Подпрыгивая, ватрушка может развивать скорость до 50 км в час, в зависимости от высоты и дальности склона. Поэтому лучше заранее продумать, на чем и где будет кататься ребенок, чтобы зимние развлечения не привели на больничную койку. Анна Городова, Мирзалюшев, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Кремлевская набережная превратилась в каток длиной в 1 километр. Буквально только что состоялось открытие. Казанцы этого события ждали с начала зимы. Был аншлаг. К прокату коньков выстраивалась очередь. На скользкий путь встала Альбина Салгараева. Сегодня каток на Кремлевской набережной открылся официально. И видно, что казанцы ждали этого события, потому что у проката коньков уже очередь. Мы пришли с отличным настроением, чтобы получить удовольствие, потому что набережная Казани очень красивая, и мы хотим полюбоваться ей. Мы пришли всей семьей покататься на коньках на открытии катка. Вот пришли, стоите в очереди, холодно. Ну а что ж теперь? Самый такой замечательный день. На 2 дня из Нижнего. Гулять приехали? Да. Чтобы получить коньки, нужно пройти стандартную процедуру, предоставить удостоверение личности, любой документ и забрать коньки. Сегодня журналисты встали на скользкий путь. Сейчас я попробую докатить вот до этого ангела. Если в этом году на каток вы пришли без пары, то вам приклеят вот такую наклейку. Будь моей парой.
Если загадать успеешь ты желание в ночь под Рождество, там, где правит волшебство. Каток на Кремлевской набережной ждет казанцев каждый день в будни с 4 до 12, а по выходным с 12 до 11. Альбина Слугараева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Кремлевская набережная стала одним из любимых мест отдыха казанцев и туристов. Развивать общественное пространство и впредь, тем более сегодня стало известно, что $1 миллиард федеральный центр выделит Татарстану на благоустройство городской среды. Деньги пойдут не только на дворы, но и на обустройство набережной озера Кабан и берега Волги. Программа «Комфортная городская среда». Второй год она уже по стране реализуется. У нас, вы знаете, была своя. Рустам Нургалиевич делал год водоохранных зон, парков и скверов. А теперь многое делается по опыту Татарстана во всей России, выделяются на это федеральные деньги. И сегодня стало известно, Рустам Минниханов возглавил Федеральный общественный совет проекта «Городская среда». Теперь это единый проект с парками малых городов России. Республика становится новогодней. В столице сегодня начали открываться первые елочные городки. Один из них в авиастроительном районе. Завтра в районах, а в понедельник можно обновить коньки на катке парка Черное озеро. Кто первым встретил Деда Мороза, узнаем у Лейсан Сабировой. Праздник в авиастроительном начался от моторстроителей. На площадке перед КМПО одни сюрпризы. Вот вместо Дедушки Мороза Баба Яга, вместо Снегурочки водяная. Устали мы, ой. За год казанцы соскучились по зимнему празднику и атрибутам Нового года. На площадке мандарину негде упасть. Даже к пони не подойти. Очень красивая елка, спасибо. Арсений, тебе понравилось? Да. Настроение праздничное. Очень все красиво сделано, хорошо. Конкурсы, загадки, ребусы без подарков сегодня ушел только Дед Мороз. Итак, до Старого Нового года. В целом, Новый год – это всегда праздник. Тот праздник, который ждут в первую очередь дети. И мы третий раз подряд инвестируем этим праздником в наше будущее. Русский самовар, татарские оладьи и Дед Мороз с Кашбабаем. В Канском дворике все по-царски. Жителям Советского и Приволжского районов праздник уже пришел. Возле ипподрома большой каток, незамерзающий фонтан, аттракционы. Угодят всем. Любители зимы могут встать на коньки уже в понедельник. На Черном озере откроется каток аж на 6500 квадратных метров. Провести вечер и даже встретить Новый год. На открытие всех ждут к 7 вечера. Всего на праздничные мероприятия города выделено около 10 миллионов рублей. Последними зажгутся красочные огни центральной елки. Высота главной красавицы столицы – 42 метра. Лейсан Сабирова, Алина Мусина, Марат Саидгараев, Даниил Филатов, ТНВ Казань. Он вернулся 20 лет спустя. Творческий вечер Бориса Цейтлина прошел в Казанском ТЮЗе. Этюды, воспоминания, разговоры по душам и, конечно, бурные аплодисменты. Близкие, коллеги, поклонники собрались в одном зале, чтобы увидеть знакового для Казани режиссера. Это была очень смешная история. Я человек ответственный. В зале не протолкнуться. Увидеть на сцене живую легенду можно не каждый день. Борис Цейтлин спустя 20 лет вновь в Казани. Зрителям истории жизни, карьере и о том, как прошли его творческие годы. Здесь смех, радость и непреодолимый интерес в глазах публики. Когда я приехал сюда, Рома сказал, этого не было никогда. Он сделал век театра золотым. Это про казанский ТЮЗ периода Бориса Цейтлина. За 8 сезонов он поставил здесь 12 спектаклей и вывел театр на новый уровень. За постановку «Буря» Казань впервые получила высшую театральную премию «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль года». Я, в принципе, против от главной мысли Гоголя, что театр засмеется единым смехом и заплачет едиными слезами. Каждый должен. Один смеется, другой плачет. Ничего единого. Вот тогда театр идеальный, а не толпой. Борис Цейтлин выпускал премьеры 2 раза в год. Это были спектакли, о которых говорили. Говорят и сейчас. «Дракон», «Звезды на утреннем небе», «Погром», «Добрый человек из Сычуани» – это не весь список громких постановок. Одна характеристика этого режиссера, я не стесняюсь этого слова, гениального, режиссер с большой буквы. Все.
Близкие, коллеги, друзья и, конечно, преданные поклонники, которые в этот вечер не скупились на слова и аплодисменты. Маэстро щедро раздавал автографы и делал памятные фото. Он вернулся в Казань не просто так. Скоро режиссер вновь порадует казанскую публику новой постановкой. Это будет спектакль «Зимняя сказка» по Шекспиру. Подготовка в ТЮЗе уже началась. Как говорят режиссеры, зритель приносит в зал не свечи, а дрова. А благодаря таким великим людям зрительный зал всегда будет гореть ярким пламенем аплодисментов. Алина Мусина, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Они совпали не только внешне. Премьер балетной труппы Татарского театра имени Мусы Джалиля Олег Ивенко сыграл Рудольфа Нуриева в фильме «The White Crow» «Белый ворон». Проект британский, снимает его голливудский актер и режиссер Рэйф Файнс. Каково это танцевать для кино, быть в роли великого Нуриева, и как изменилась жизнь 26-летнего танцовщика? Эти вопросы Олегу Ивенку задала Альбина Салгараева. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас проходит подготовка? Очень стараемся. Те же стены, тот же театр, но он уже другой. Сейчас в Казани. Общение с коллегами, репетиции и отдых от съемочного процесса. Я приехал 25 примерно октября. Отошел ли я? Немножко. Его утвердили на роль Рудольфа Нуриева в ленте «Белый ворон» после кастинга на общих основаниях. Конкурентами были зарубежные и российские актеры. Почему именно он? Олег не знает до сих пор. Как я мог это прочувствовать? Потому что какой он на самом деле человек был. То есть те слухи, те домыслы, может быть, которые о нем слышали, да, это одно. А другое дело, когда ты сам внутри это все хочешь прожить и показать это зрителю. И ты начинаешь понимать, почему он так поступил, а не иначе. Это вы увидите. Внешне он действительно похож на Нуриева, но они совпали не только в этом. После углубленного изучения жизни гения Олег пересмотрел и свою. У него такая вот, есть такая вот, знаете, страсть к жизни. Он хотел познать все. Ему было интересно узнать тот иной третий нюанс, да. Вот. У меня тоже это есть. У него, конечно, это просто ярче выражено, да. И он не всех подпускал к себе, то, что я тоже сейчас делаю. Я не всех подпускаю к себе людей, вот, к сожалению. Съемочный процесс в кино совершенно иной, нежели танцевать на сцене. Актерскому мастерству Олегу учил голливудский актер и режиссер Рэйф Файнс. Его слово стало главным на съемочной площадке. Такого доброго, искреннего, честного человека ты просто, наверное, очень мало людей таких я мог встретить. Вот. И я его назвал по-разному. И мой teacher, мой учитель, и мой кинопапа, и, в общем, по-разному, да, что по всем. Но я очень рад, что такая встреча произошла. Съемки проходили в Париже, в Санкт-Петербурге, Белграде. Каким будет сюжет фильма, пока секрет. Известно, что это один из эпизодов жизни Рудольфа Нуриева. Сейчас небольшой перерыв между съемками. Затем они продолжатся. Фильм «Белый ворон» выйдет в широкий прокат. Его увидят по всему миру. Радик Фархулин, Альбина Салгараева, Александр Лобанов, ТНВ «Казань». Телеэкран как картинная галерея. Таким телевидение видит один из основателей Казанской школы журналистики Андрей Роот. Профессор празднует 90-летний юбилей. Именно из-под его крыла выходили редакторы ведущих российских изданий. Его зовут главным учителем казанских журналистов. На глазах нестареющего профессора, так его зовут коллеги, менялась печать, родилась теле- и интернет-журналистика. Так какой же она была на заре становления и какой стала сегодня, узнал Рамиль Шайдулин. Здравствуйте. Его голос также раскатист, а походка также тверда, как и больше полувека тому назад, когда в стенах тогда еще КГУ журналист Андрей Роот начал обучать журналистике профессионально. День начался с того, что все друг друга начали поздравлять, те же коллеги, с Днем Учителя. Это вообще с вашим днем. За глаза его зовут Гуру. Своих первых учеников профессор выучил по трудам Герцена, Огарева, Пехтелева. В то самое время, когда журналистику вперед двигали только книги и желания. Вскачь сейчас работает. Объемно стали мы отражать. Стремимся не только современность, но и памятные исторические события. Современные медиа – это его школа. Ученики Роота – главные редакторы топовых изданий. Профессор и сегодня на одной волне с молодежью. Говоря на сленге, до сих пор в тренде. Несмотря на любовь к интернет-медиа, Андрей Александрович убежден, что и здесь должны работать правила традиционной журналистики. Например, свои статьи нужно писать под своим именем. Журналист по ходу-то своему ведь борец. Чего ему скрываться?
Так и он никогда не боялся борьбы. Прошел путь от простого учителя до доктора наук. Впереди же новая цель – стать самым зрелым журналистом современности. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Больше сотни километров в час по льду и подъем в гору, минуя деревья и бездорожье. В Казани сегодня открылся зимний автоспортивный сезон. Прокатился с фаворитами чемпионата, испытал на себе шикану и шпильку столичного каньона Салават Мухаммадуллин. Открытие автоспортивного сезона начинается с исполнения детской мечты журналистов. Прямо сейчас по трассе нас прокатит трехкратный чемпион Европы. Оператор остается на питлейне, ну а мы едем за адреналином. Здравствуйте. За рулем российского болида мастер спорта Тимур Тимирзянов. Чемпион по ралли-кроссу эту зиму проведет на ледовом треке за татарстанскую команду. Это один из самых таких благоприятных моментов для улучшения навыков вождения. AGT – один из фаворитов сезона. Команде всего год, но она уже заявила о себе в мире автоспорта. Почему бы не проехать, не поучаствовать и не попробовать выиграть чемпионат России в зимних трековых гонках? Плюс у этой команды есть вся техника, все снаряжение, которое может позволить это сделать. Пока кузовные автомобили соревнуются в чемпионате Татарстана, в это время свои заезды проводят самые смелые пилоты на льду. Интересно, в зиме, в шипах. Ну, классно. Покоряют бездорожье пилоты класса оффроуд. Их танки точно снега не боятся. Девиз Альберта Зарипова из Челнов – «Тормози и газуй». Мощное прохождение, нет преград. Ну как-то так, мы любим природу просто и часто выезжаем, и поэтому такая машина нужна. Открытие состоялось. Впереди 3 месяца высоких скоростей, дрифта на поворотах и снежного бездорожья. Кроме Казани, гонки уже в рамках чемпионата России пройдут и в Набережных Челнах в середине февраля. Салават Мухаммадуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Впереди прогноз погоды. Я напоминаю, что все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. До встречи в 21:30. Здравствуйте! О погоде после полезной информации. Спонсор показа – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Быстро и качественно изготовит кухню по вашим размерам. 3D-проект кухни, доставка и установка бесплатно. Только в декабре назовите пароль «ДМ Мебель» и получите 25% дополнительной скидки на вашу кухню. Данил Мастер. Настало время низких цен. Город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2-167-166. О погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, по Татарстану ночные температуры будут около 10 градусов ниже нуля. А днем на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет облачно, пройдет снег и около 8 мороза. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также пройдет небольшой снег. Столбики термометров покажут -6. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске около 7 градусов ниже нуля. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтаси синоптики обещают 5 градусов мороза и также пройдет небольшой снег. Жителей юго-запада Татарстана ожидает пасмурная погода, временами со снегом, и всего 4 градуса мороза. В центральных районах Чистополе, Альметьевске, Мамадыше без осадков также не обойдется. Столбики термометров покажут -5, -7. В последующие дни синоптики больших морозов не обещают, без осадков не обойдется. Внимание! В Казани открылся второй автоцентр «Луидор». Успей купить автомобиль ГАЗ по старой цене. Вас ждут по адресу улица Гашека, дом 7. Позвоните по телефону 202 38 88. ГАЗ «Луидор» открыл новый автосалон. Успейте купить на выгодных условиях. 0% первоначальный взнос. Ваш ГАЗ на Гашека у нас. Автоцентр «ГАЗ Луидор» Казань. Улица Гашека, 7, Сибирский тракт, 59. 202 38 88. Не можете определиться с подарком на Новый год? Нет ничего проще. Ультрасовременная и красивая кухонная посуда торговой марки «Кукмара» станет желанным подарком в любом доме. Вместе с «Кукмара» вы подарите себе и своим близким незабываемый вкус и аромат праздничных блюд. Встречайте Новый год с «Кукмара».
Кукмара. Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды под торговой маркой Кукмара. В ассортименте более 400 наименований товаров. Посуда с антипригарным и декоративным покрытием, товары для туризма и отдыха, формы для хлеба. О погоде в Казани. Завтра в Казани будет облачно, временами пройдет снег. Температура воздуха в ночное время – -8, -10, днем 3-5 мороза. Ветер южный, порывистый, до 7 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и завтра составит 741 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха – 91%. Магнитное поле Земли спокойное. Спонсор прогноза погоды – ООО «Акбарс Недвижимость». В ООО «Акбарс Недвижимость» квартиры в популярных жилых комплексах Казани с выгодой до 500 000 рублей. Подробная информация по телефону 295 77 77 или на сайте akbars-dom.ru. Распродажа года в Акбарс Недвижимость. Скидка на квартиры от 500 000. Звоните прямо сейчас. 295 77 77. Такие цены только раз в году.